С вами была Валерия Максимова. Желаю вам хорошего вечера. Услышимся завтра. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Сегодня мы будем говорить об той самой теме, которая, возможно, в отношении Крыма является одной из наиболее ключевых и краеугольных. А именно о том, как в Киеве видят возможную национально-территориальную автономию крымских татар на полуострове. В той или иной форме эта тема жива с 1991 года. Просто на протяжении 23 постсоветских лет она понемногу затухала, уходя на периферию общественного внимания, общественного, собственно, диалога и дискурса. Но второе дыхание она получила в 2014 году, сразу после того, как произошла аннексия полуострова. И вокруг этой темы сегодня нередко ломается немало риторических копий. Во многом, на мой взгляд, эти копии ломаются из непонимания того, как, собственно, выглядит предложение Меджлиса. Вот сегодня мы попытаемся не выносить никаких вердиктов относительно того, хорошо это или плохо. Мы просто, как минимум, попытаемся услышать эти самые предложения, с которыми выступает Меджлис крымско-татарского народа, чтобы каждый смог сам для себя определиться по этому вопросу. Мы продолжим буквально после короткого информационного сюжета. 100 слов по теме. В Украине создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой изменений в Конституцию страны в части автономной республики Крым. Среди основных направлений работы – создание крымско-татарской национальной автономии при равных правах всех жителей полуострова. Статус коренного народа, языковой вопрос и возвращение исторических названий населенным пунктам полуострова – это одни из основных принципов национально-территориальной автономии, говорит уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Основными элементами этой автономной республики это функционирование крымско-татарского языка наряду с государственным в качестве рабочего официального языка на территории Крыма. И второе, конечно, обеспечение такого представительства коренного народа во всех структурах, ветвях власти, чтобы она давала бы возможность защищать базовые права этого народа на сохранение и развитие. Речь о каком-то гегемонизме, диктате другим этносам своих желаний нет. Какой именно будет автономия крымских татар, должен решить сам крымско-татарский народ. Об этом 14 мая заявил президент Украины Петр Порошенко. Он подтвердил свое намерение о внесении изменений в Конституцию страны в части Крима. Готовий внести декілька змін до Конституції, в тому числі щодо питань кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мають мені запропонувати Конституційна комісія, де беруть участь представники Меджлісу кримсько-татарського народу в робочій групі. Як тільки вона завершить свою роботу, я думаю, що ви будете мати можливість про це бути проінформованим. Президент Украины Петр Порошенко в прошлом году заявил, что намерен инициировать внесение изменений в Конституцию Украины и придать Крыму статус национально-территориальной автономии крымских татар. Порошенко пообещал инициировать законодательные изменения для признания крымско-татарской автономии. Минулого року парламент України, хоча очевидно, на ціле десятиліття запізненням прийняв постанову про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Ми, хоча із запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів. Законопроект о внесении изменений в Конституцию в Верховную Раду можно подать только при наличии 1/3 нардепов. Это 150 человек. Окончательное утверждение изменений произойдет не раньше, чем следующая парламентская сессия. При том условии, что их правки в документ проголосуют не менее 300 человек конституционного состава украинского парламента. Валерия Максимова для Крым Реалии. 100 слов по теме.
Процесс определения будущего Крыма, он складывается из нескольких документов. С одной стороны, это конституционная реформа, с другой стороны, это закон о статусе крымско-татарского народа, который внесен в Верховную Раду и ждет своего часа для того, чтобы быть рассмотренным. В принципе, оба эти документа в равной степени определяют будущее Крыма, которое мы увидим после деоккупации. И в любом учебнике по пиару сказано, если вы не заполняете информационный вакуум, за вас его заполняют ваши оппоненты. И, разумеется, Москва раз за разом пытается навязать крымчанам страхи перед той национально-территориальной крымско-татарской автономией, с предложениями о которой выступает Меджлис крымско-татарского народа. Мы считаем, что это неправильно сохранять и дальше молчание по этому поводу, поэтому мы считаем правильным предоставить площадку народному депутату Украины, главе Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову, с тем, чтобы у него была возможность, собственно, успокоить крымчан, ну, как минимум, расставить точки над «ё». Рифат Абдурахманович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот с каким пакетом предложений Меджлис выходит во-первых, на Конституционную комиссию, и какие моменты важные заложены в закон о статусе крымско-татарского народа из тех, которые мы не наблюдали, например, в практической плоскости до 2014 года? Я, возможно, начну с того, чтобы просто продолжил вашу мысль, что Москва пытается заполнить тот вакуум, который волей-неволей появляется. При этом просто обращу внимание тех, кто слушает вас, о том, что, собственно, в самой Российской Федерации, в государстве, которое оккупировало временно Крым, есть субъекты, которые, в общем-то, по сути своей являются национально-территориальными образованиями на основе волеизъявления тех или иных народов, проживающих на этих территориях. Я бы посоветовал внимательно, скажем, некоторым почитать Конституцию Татарстана или Башкирии, или Калмыкии, вот таких субъектов Российской Федерации. Теперь, что касается вашего вопроса, мы говорим о том, что должны очень четко обозначиться с субъектом самоопределения в Крыму, и в этой связи очевидно, что этим субъектом является коренной народ Крыма, и при этом самоопределение крымско-татарского народа должно соответствовать определенным условиям, которые должны быть принятны всем населением Крыма. Угу. Ну вот, что непосредственно внутри этого пакета предложений? Например, есть ли там квотирование в органах власти или в избираемых представительных советах, например, Горсовет на уровне сельсовета, на уровне Верховной Рады Автономной Республики Крым? Заложен ли вот в ваш проект изменений конституционных, в законодательный процесс, именно вот этот момент, связанный с квотированием? Я хотел бы сказать, что все, что нами предлагается, это делается для того, чтобы реализовать одинаковые для всех принципы. Ну, скажем так, принцип равного участия. У нас небольшие перебои со связью. Если мы сейчас перезвоним нашему гостю. Рифат Чубаров, напомню, мы пытаемся понять, вот с каким практическим пакетом предложений Меджлис выходит на конституционную реформу. Ну вот, мы звонили в том числе перед эфиром разным экспертам, и среди прочего звонили эксперту по конституционному законодательству Степану Гавришу и спросили его мнение относительно того, какие плюсы есть у этого процесса. Давайте послушаем его мнение. Точка зрения. Визначення через відповідний закон про визнання кримсько-татарського народу, постанови відповідні Верховної Ради. Речення змін до Конституції суттєво б змінило ситуацію в цілому. По відношенню до Росії воно б прискорило, власне, кризу ще більше навколо тиску на Росію, поширення проти неї санкцій. І головне, в цьому випадку не дозволило би Путіну розколоти кримсько-татарський народ, що він зараз намагається зробити, використовуючи колабораціоністів, які є в кожному народі. Точка зрения. Это было мнение Степана Гавриша. Мы возвращаемся к разговору с Рифатом Чубаровым, народным депутатом Украины, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, ну вот к тому вопросу, ответ на который прервала плохая связь. Вот заложен ли принцип квотирования в те законодательные изменения, с которыми выступает Меджлис?
Я продолжу еще раз оттолкнусь от того, что равное участие в соуправлении Крымом сразу предопределяет равную ответственность. Согласитесь, что нельзя обеспечить равное участие в соуправлении Крымом, если мы не примем такую избирательную систему, которая бы обеспечивала эффективное представительство крымских татар, украинцев, русских и людей других национальностей, которые проживают в Крыму. И одним из форм эффективного представительства это является квотирование. Но могут быть и другие формы. А на каком уровне квотирования вы бы, о каких примерно цифрах может идти речь? Опять же, для того, чтобы избежать в дальнейшем любых спекуляций на эту тему. Здесь нет абсолютного значения в цифрах. Возможно, механизм принятия решений может в той или иной степени нивелировать цифры. Проще говоря, вы можете быть представлены в меньшинстве, но по тем вопросам, которые для вас и для ваших людей, или для вашей группы, для вашего народа имеют исключительное значение, ваш голос обязателен. Все зависит от того, как будут выписаны механизмы принятия решений для принятия решений, собственно, самим крымским обществом, его представителями. А вот по какие вопросы для крымско-татарского народа являются теми самыми принципиальными вопросами, по которым мы, я не знаю, политические представители, делегированные в крымские органы власти, должны, на ваш взгляд, иметь, право решающего голоса? Скажем, вопросы земли и природных ресурсов. Для нас просто в мире не существует иной территории, иной земли, где мы могли бы себя реализовать и где мы могли бы свободно развиваться. Это очевидно для всех. Крымские татары, как народ, сформировались на Крымском полуострове. Для нас вопрос земли – это не просто вопрос ресурсов. Это вопрос нашего сегодняшнего и нашего завтрашнего. И поэтому, скажем, вот этот вопрос, тот, который не может решаться просто голосованием большинства населения. Вы знаете, что даже я просто оттолкнусь от наших последних событий, трагических 3-летней давности. Часть людей, которые в Крыму, скажем, очень ратовали за вступление российских войск и за включение Крыма в состав России, после того, когда убедились, что все это привело к большим социальным потрясениям, и в Крыму стало невозможно жить, эти люди просто спокойно выехали из Крыма, рассеялись или по материковой России, а то и вообще уехали в страны далекого зарубежья. Нам, крымским татарам, некуда уезжать. Соответственно, вот я вам назвал один из вопросов, это вопрос земли. Второй вопрос – это вопрос развития крымско-татарского языка. Вопросы, связанные с нашими традиционными такими формами нашего поведения. То есть все то, что, скажем, вопрос алфавита крымско-татарского языка. Но не будет же господин Никифоров, Мальгин, Константинов и Аксенов решать голосованием, что нам удобнее писать на кириллице, допустим, если вдруг мы в большинстве своем решили, что мы возвращаемся к латинице. Скажите, это вы планируете реализовать через что? Через создание двухпалатного крымского парламента или через квотный принцип? Я, честно говоря, Павел, сейчас не детализирую о том, какие могут быть формы крымского парламента, какие могут быть конкретные правовые нормы включены в Конституцию Автономной Республики Крым или Конституцию Украины. Я сейчас говорю о том, что мы, в принципе, должны сперва найти согласие в принципах и подходах. Мы говорим о том, что та форма крымского обустройства должна устраивать крымских татар, должна соответствовать их представлению о реализации ими своего права на самоопределение. Они имеют это право. Это естественное право, и никто в этом не может отказать. Хорошо, крымские татары удовлетворены той формой,
котором, скажем, нашли согласие. Но это означает о том, что все другие люди, которые живут в Крыму, они также должны исходить из того, что эта форма самоопределения крымско-татарского народа, она полностью обеспечивает и их права. Она защищает их. У них должна быть абсолютная уверенность в том, что при этой форме самоопределения крымско-татарского народа они полностью и защищены, и гарантированы в своем развитии. Ну, скажем, третье условие, исключаются любые какие-то спекуляции или настороженности в отношении того, что эта форма самоопределения каким-то образом ослабляет, скажем, суверенитет Украины над частью ее территории, над Крымским полуостровом. Я вот вам назвал 3 условия, которые, с моей точки зрения, должны быть обсуждены и должны быть найдены такие подходы, которые должны их обеспечить. И тогда уже все остальное – это дело техники, юридической, правовой. Мир, современный мир знает очень много способов решения подобного рода вопросов. И один из таких примеров мы изучали в свое время, часть крымских депутатов, я, господин Пилунский, мы ездили и изучали ситуацию в Южном Тироле, в Итальянской республике. Ну, давайте я еще раз подведу. То есть вы настаиваете на том, что, во-первых, крымско-татарский народ через своих представителей, избранных либо по квотному принципу, либо, там, например, вторая палата парламента, состоящая, например, из представителей крымско-татарского народа, должна определять вопросы, связанные с природопользованием, с земельными вопросами Крыма, чтобы они не оставались ни на уровне Киева, чтобы они не оставались в Крыму уделом простого голосования большинством, плюс вопросы, связанные, например, с развитием крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры. Вы упомянули о том, что есть определенная юридическая сложность. А вот есть ли, на ваш взгляд, сегодня консенсус в парламенте? Есть ли у вас примерное понимание того, кто из политических фракций является вашими союзниками, а кто, допустим, не определился по этому поводу? Ну, разумеется, в парламенте есть разные мнения в отношении переформатирования автономной республики Крым. Я думаю, что часть, скажем так, этих разнополярных мнений придут к одному знаменателю после того, когда будут очень четко выписаны тексты предлагаемых изменений как в Конституцию Украины в отношении автономной республики Крым и Севастополя, так и когда мы приступим работать над проектами законов. Поэтому сейчас говорить о, скажем, соотношении подходов, мнений, я бы сейчас не хотел бы опережать события. Ну вот я просто почему задаю этот вопрос? Потому что вот, например, один из спикеров радикальной партии, а именно Игорь Мосейчук, он заявил, что создание любой автономии противоречит принципу соборности, унитарности. И, среди прочего, он заявил о том, что образование крымско-татарской автономии спровоцирует, цитирую, искусственное, руками кремлевских спецслужб созданное образование аналогичных мадьярской автономии в Закарпатье, румынской автономии в Бессарабии. Когда вы слышите подобные, собственно, опасения, у вас есть какой-нибудь уже подготовленный ответ тем людям, которые вот подобные опасения озвучивают? Ну, собственно, в озвучивании вот таких как бы опасений ничего нового для нас нет, и подобного рода мнения озвучивались и 10, и 15, и 20 лет назад. Это не более чем спекуляции. Я сейчас не хочу этим словом как бы, скажем так, оценивать своих коллег из радикальной партии. Мы с ними, с депутатами радикальной партии, включая Олега Ляшко, продолжаем диалог. Я не сомневаюсь в том, что на каком-то этапе мы обязательно совпадемся в мнениях. Хочу сказать, что в отношении конкретного такого подхода, что, мол, самоопределение крымских татар стимулирует эти процессы в других регионах Украины, в частности, называется венгры или румыны на территории Украины. Но знаете, что каждый народ самоопределяется исключительно один раз и, собственно, на своей территории. И эти национальные меньшинства, названные господином Мосейчуком, они имеют свои государственные образования. У нас есть Венгрия и есть Румыния.
Последний вопрос. Рифат Абдурахманович, ну вот когда мы, например, увидим конкретику, вот раз за разом, я понимаю, вы политик, на вас большая ответственность, и, разумеется, вы как бы для того, чтобы не связывать сами себе руки в переговорном процессе, предлагаете вот всегда рамочное описание, такое вот контурное описание того будущего, которое вы видите у полуострова. Ну когда мы сможем, например, открыть какой-то документ и увидеть конкретику для того, чтобы каждый мог, развеять какие-то опасения, которые у него есть и так далее. Вот есть ли хотя бы примерное понимание с месяцем или с временем года? 24 мая, послезавтра собирается рабочая группа по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины в отношении Автономной Республики Крым. Через 2 дня мы собираемся и начинаем определять свою работу. Для начала мы попытаемся очертить круг наиболее актуальных вопросов, которые потребуют своего разрешения или в тексте Конституции Украины, или в виде отдельных законопроектов. Мы распишем нашу работу. Я буду призывать своих коллег, чтобы до конца августа мы эту работу завершили, и в начале следующей сессии Верховной Рады Украины мы смогли внести эти документы на рассмотрение Верховной Рады Украины. Вот же я думаю, что осенью этого года мы приступим уже к такому широко общественному обсуждению этих документов. Понятно. Спасибо, Рифат Абдурахманович. Рифат Чубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с нашей студией. Друзья, вот мы еще, среди прочего, позвонили эксперту по конституционному законодательству Марине Ставнейчук и спросили о том, вот с юридической и процессуальной точки зрения, насколько изменения в Конституцию легко принимаемы по состоянию на реалии 2017 года. Мнение. Для того, щоб вирішити на практиці це питання, необхідні зміни і до Конституції України, і необхідні зміни, безумовно, до Конституції Автономної Республіки Крим, яка за складним механізмом приймається в Україні, тому що її приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, перш за все, а затверджує Верховна Рада України не менше як половиною від конституційного складу парламенту українського. Тому організаційно це безумовно складно, тим більше, що сьогодні Україна перебуває у реальному стані війни, хоч українська влада не визнає такого стану, але ми маємо серйозні проблеми з легітимністю конституційного процесу. Мнение. Друзья, ну вот опять же, если нам порой, вот особенность нынешней ситуации, что нам порой приходится находить видение будущего Крыма, мы порой не можем добиться прямого ответа от политиков, ну понятно. Порой нам приходится находить у коллег. Например, РБК Украины еще в марте этого года публиковала материал, который называется «История не заканчивается. Верховной Раде предложат определить статус крымских татар в Украине». И там, среди прочего, ссылаются на слова Рифата Чубарова, который говорит о том, что не менее трети, например, представителей в Верховной Раде Крыма может быть уделом национальной квоты. И как раз-таки в законопроекте выписано обязательное представительство крымских татар в советах разных уровней. Кроме того, предполагается возможное создание на территории Крыма нескольких крымско-татарских избирательных округов. Друзья, на самом деле, вот вопрос в том, что крымско-татарская национально-территориальная автономия остается предметом широких дискуссий, порой очень эмоциональных. Это вопрос дефицита коммуникации. Мне кажется, что мы продолжаем оставаться заложниками ситуации, когда отсутствие полноценного картины того, как должен быть устроен Крым, рождает страхи, б, непонимание, в, спекуляции. И, повторюсь, когда создается информационный повод, информационный вакуум, есть одно универсальное правило. Если этот информационный вакуум не заполняете вы, его заполняют
кто угодно. Мы свою попытку сегодня предприняли. Насколько она была успешной, можете сами судить. До скорого. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.